Начинаем 8-й выпуск нашего проекта «Разбуди в себе бурятский язык». Напоминаю, что все выпуски этого проекта в хронологическом порядке выкладываются в моих аккаунтах YouTube и Instagram. Подписывайтесь, осваивайте язык вместе с нами. А мы начинаем. Итак, друзья, мы с вами уже хорошо освоили, как связываются друг с другом два существительных. На примере «бузды дуром». То есть существительное «любовь» связывается со словом «бузы» путем вот этого окончания «да». Получается «любовь буза». Кроме того, мы с вами усвоили, как связываются между собой существительное «дуром» и глагол. Глагол «иди», в данном случае «буза иди». То есть для того, чтобы связать их между собой, используется окончание в виде буквы «х» и гласный из корня. Получается «буза идти дуром», «любовь кушать бузы». А сегодня мы с вами возьмем уже, как связываются между собой два глагола. Для этого давайте мы рассмотрим очень распространенный глагол с основной формой «гара», с основным значением «выходить», но мы рассмотрим его в значении «забираться», «забираться наверх». И не менее распространенный глагол «гу», то есть «садиться». Представим, что нам нужно сказать кому-то, забравшись, сядь, например, на какой-то высокий стул. Для того, чтобы связать вот эти два действия «гара» и «гу», нам нужно добавить к слову «гара» окончание. Окончание это выглядит так. Это буква «ж» плюс гласная из корня. Получается «гаржагу», заберись. Итак, мы с вами связали два слова. В принципе, эти два действия отделить друг от друга очень сложно. Это не выглядит так, что сначала забрался, потом сел. В принципе, это два неразделимых действия. Поэтому вот эта часть речи, гаржа, называется соединительным деепричастием. Теперь, друзья, давайте рассмотрим, с учетом того, что мы на прошлой встрече взяли с вами форму прошедшего времени глагола, да, давайте рассмотрим, как вот эту связку гаржагу нам привести в форму прошедшего времени, допустим, сказать, что кто-то, забравшись, сел. Итак, мы с вами знаем, что для того, чтобы придать глаголу форму прошедшего времени, нужно добавить гласную из корня. Но в данном случае, если мы добавим еще одну «у», то получится тройная «у». Так в бурятском языке не бывает. Двойная «у» в первом слоге, в последующем слоге преломляется в букву «а», как, например, в слое «буза». Здесь двойная «у», а в следующем слоге уже «а». Поэтому нам нужно добавить букву «а». Но, опять же, получается ситуация, что у нас три гласных подряд. Двойная «у» и «а». В этой ситуации, так в бурятском языке не бывает, тройная гласная это не совсем свойственно для бурятского языка. В этой ситуации бурятский язык находит следующее решение. Вот эта буква «а» удваивается, становится долгой. И для того, чтобы отделить друг от друга две долгие гласные, вставляется специальная буква-посредник, буква «г». Получается «уга». «Уга», то есть «сел». «Гаржагуга» – это «забравшись, сел». Теперь, друзья, возьмем еще один момент, прежде чем перейти к практической части. Мы уже с вами знакомы с так называемым притяжательным местоимением, то есть теми местоимениями, которые отвечают на вопрос «чей». И мы знаем, что эти местоимения любят в сокращенном виде перемещаться в конец определяемого слова. Например, давайте возьмем заимствованное слово «сидение». Мое сидение будет «мини-сидение». При этом вот это местоимение «мини» может сокращаться до «мни» и перемещаться в конец слова «сидение». Получается «сидение мни». Можно сказать «мини-сидение», можно сказать «сидение мни», а можно сказать и «мини-сидение мни». То есть как бы задвоить это местоимение. В первом и втором лицах все предельно логично. «Мини-сидение мни», «мане сидение мне», «шини сиденешни» и «тане сидение тне». Но
несколько нелогично это выглядит в третьем лице. Он будет тыры, а его, она тыры, а его или ее тырне. Его или ее сиденье будет тырне сиденье. И вот это наше местоимение тырне сокращается до вот такого окончания. Две буквы Н и мягкий знак, получается тырне сиденье. То же самое и во множественном числе. ТД это они, тыдне их, тыдне сидений. То есть вот этот момент нужно просто запомнить. Так, друзья, мы с вами взяли, скажем так, два теоретических момента, и теперь применим их на практике. Вот я специально зеленым цветом оформил реальное предложение из разговорного бурятского языка. Общий смысловой и эмоциональный контекст следующий. Это, опять же, из юмористического проекта «Хошинзува». Девушка-блондинка приходит сдавать экзамен в ГАИ, инспектор предлагает ей садиться, она садится на заднее сиденье, инспектор, чуть-чуть выждав, открывает заднюю дверь и говорит девушке: «Все, вы экзамен не сдали, идите домой». Девушка удивлена, спрашивает, почему, и он отвечает ей: «Таруллы гува выше, садыхи сиденье аржауват». Давайте мы разберем это предложение, которое для неподготовленного человека выглядит достаточно сложно, но мы с вами уже к нему готовы, поэтому легко его сейчас разберем. Так, это мы хорошо знаем, это местоимение «вы». Руль, да, руль – это заимствованное слово, его переводить не надо. Вот здесь у него окончание, да, это хорошо знакомое нам окончание. Дело в том, что оно помогает существительному ответить не только на вопрос «кому», «к чему», да, к бузам, но и на вопрос «где», «куда». Поэтому существительное с этим окончанием как бы приобретает форму дательно-местного падежа. Так он и называется. Поэтому «куда» – руль, то есть «за руль». Идем дальше. «Ува» – это вот это наше слово, то есть «сел» в прошедшем времени. Но дальше мы видим слово «быш». «Быш» – это отрицательный послелог, то есть послелог – это, в отличие от предлога в русском языке, это то, что та часть речи, которая следует за тем словом, к которому ему относится, к которому оно относится. «Быш» имеет значение «не». И при этом этот послелог не употребляется с глаголами. Поэтому мы понимаем, что «гува» в данном случае употреблено не в роли глагола, а в своей первичной роли причастия несовершенного вида. При этом мы помним, что после причастия должно быть определяемое им слово, поэтому мы его сейчас сюда добавим, исходя из контекста. Это наше любимое слово «хум», которое очень часто любит выпадать. В результате получается «тарульда гува хумбыши». Но здесь не хватает, опять же, глагола, да? Давайте мы его добавим. Мы знаем, что в конце предложения всегда стоит глагол. И это, опять же, наш глагол «вейне», который очень любит выпадать. В результате все выглядит как «тарульда гува хумбыши вейнит». То есть, дословно, буквально, вы есть человек, есть не человек, садящийся за руль. Теперь вторая часть нашего сложного предложения. Садахи – это значит находящийся по ту сторону, дальний. При этом, если мы в русском языке говорим дальний от него, то в бурятском языке мы говорим дальний его. То есть в бурятском языке дальний от него будет тырне садахи. Допустим, дальнее от него сиденье будет тырне садахи сиденье. Или тырне садахи сиденьин. Ну, в данном случае имеется в виду дальний от руля. Поэтому у нас здесь садахи сиденьин. Это имеется в виду от руля. Вот оно, это окончание. При этом у нас здесь вот эта часть D имеет ту же функцию, что и да, то есть просто здесь подстроилась под E, имеется в виду на сиденье. Получается садахи сиденье на находящееся по ту сторону от него сиденье.
Ну и гаража вывод, в принципе, мы уже разобрали. Единственное отличие в том, что здесь использована форма недавнего прошедшего времени для того, чтобы подчеркнуть совершенное девушкой действие. Вот сели. Итак, давайте все вместе переведем по смыслу. Для этого мы учтем еще один момент, то что вот ова, как причастие несовершенного вида, это причастие передает признак по постоянному действию. То есть в данном случае имеется в виду, что вы постоянно не садитесь за руль. Поэтому по смыслу можно перевести так. Вы же вообще за руль не садитесь. Уселись на заднее сиденье. Ну, понятно, что девушка экзамен провалила. Но уверен, что мы в ходе наших дальнейших встреч обретем такие знания, которые нам позволят пройти любой экзамен. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь в Instagram, делитесь ссылкой на проект в социальных сетях и мессенджерах. Дахим узатра, байрте.